Всем доброго времени суток. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста Dog Talk. Сегодня у нас в гостях локальный директор организации Казмса Махди Асхатулла. Приветствую вас. Как у вас дела? Спасибо большое, все отлично. Все Тоже супер, всех да? приветствую. Давайте немного расскажете, чтобы было понятно нашим подписчикам, что такое Казмса, и немного о себе расскажете. Если говорить о себе, то я 7-й курс студент университета МУА, являюсь интерном, на данный момент локальный директор Казмса, уже 7-й год состою в этой организации. Начинал свой путь как с активного участника, потом в последующем работал как вице-директором на национальном уровне, и на данный момент пришел к директорству на последний год своей. Сразу вопрос тут возникает. Казмса. Почему локальный директор? Потому что у нас есть структура иерархии, то есть Казмса есть во всех университетах медицинских в Казахстане, и у каждого, например, университета есть свой локальный комитет. Локальный комитет. Да, и у каждого локального комитета, соответственно, есть свой локальный директор, который подчиняется иерархии национального уровня. То есть есть вице-президент, который регулирует всю деятельность всех университетов. А в чем миссия Казмса? Миссия в том, чтобы улучшить качество медицины в Казахстане и заниматься просветительской деятельностью. То есть, например, мы обучаем первой медицинской помощи все слои населения, так как и школьников, так и студентов, так и рабочих в других сферах. То есть школьники к вам приходят и могут обучиться? Нет, скорее мы приходим в школу и вы обучаем приходите первой в школу. медицинской помощи. Вот, например, мы обучали недавно, проводили тренинг по ожогам и что делать, если произойдет, например, эпилепсия. Хорошо. А какие классы охватываете? Обычно начинаем с 6 класса по 11. Ну, то есть чем старше. То есть вы говорите, допустим, вы пришли, допустим, с медицинского университета Астана, и некий такой еще пиар идет, правильно понимаю? Да. То есть уже школьники понимают, допустим, тот же самый 9, 10, 11 класс, то, что есть такой университет в Астане, и можно потом поступить, если выбирать там связку определенную, да, на ЕНТ. Да, получается, Супер. в конце они задают вопросы, иногда порой про поступление, как поступить в МУА, например, или что нужно подготовить. И вы даете информацию. Да. Круто. Вы локальный директор. У вас команда есть или как? Да, получается, у меня в составе 15 человек, и у нас иерархия поделена как вице-директора, которые отвечают по каждым своим направлениям. Кто-то может за проектную деятельность ответить, кто-то может, например, за пиар. И есть локальные офицера, которые отвечают за направления. То есть 6 направлений, которые мы охватываем. Вот 6 направлений вы сказали. А какие вот основные направления? Все 6. Все 6 основные? Да. Это вот получается первое, это медицинское образование. Самое первое, наверное, первое направление, которое у нас открылось, оно занимается вот как раз обучением практических науков, теоретических науков. Помогаем студентам в медицине обучиться, например, если они какую-то тему не понимают. Также их обучаем хирургическим, практическим наукам. Например, в марте мы провели тренинг по неотложной помощи. Все получили сертификаты, которые кодируются на международном уровне, BLS, ACLS и так далее. Второе направление — это по репродуктивному здоровью и включая заболевания ВИЧ-СПИД. То есть мы проводим просветительскую деятельность о инфекции, передающейся половым путем, о ранней половой жизни и также как меры предосторожности. Третье направление — это права человека и ментальное здоровье. То есть мы обучаем наших студентов и всех о том, что каждый должен знать свои права. И также у нас есть такой пункт инклюзия. То есть, например, есть дети с ограниченными возможностями или люди-инвалиды. То, что у них есть свои определенные стандарты, которые должны придерживаться, и мы должны быть толерантны к ним. Четвертое направление — это общественное здравоохранение. Это, соответственно, пропаганда ЗОЖ, здоровый образ жизни и как справляться с вредными привычками. Пятое направление — это научная деятельность. Получается, у нас есть возможность принимать студентов иностранных у себя в Казахстане и также заниматься научной деятельностью. То есть, например, к нам приезжают иностранцы, они могут пройти у нас месяц стажировки и написать научный проект. И также скопи. Откуда уже были иностранцы? С очень большого количества. Если говорить про страны: Турция, Германия, Хорватия, Италия, Франция. То есть прям на очень международном уровне? Да. Классно. У нас каждый год получается где-то около 60 контрактов с другими странами. И, соответственно, вот мы отправляем своих студентов в эти страны, и к нам приезжают. Круто, круто. И пятое направление? Шестое. Шестое это. Да, шестое направление — это вот профессиональный обмен. То есть это тоже тот же самый принцип, как научная деятельность, только там уже практические науки практикуются.
Если говорить по названиям, это вот СКОМИ, СКОРА, СКОФ, СКОРП, СКОРИ, СКОПИ. То есть вот эти 6 постоянных комитетов. То есть основная цель — это помочь студентам раскрыть свой потенциал. Да, мы воспитываем лидеров, если так Воспитываете говорить. лидеров. Хорошо, сколько вы уже охватили студентов на данный момент? На данный момент у нас в локальном комитете 220 человек, около 220. Но если брать в целом в Казахстане, больше 2000 студентов уходит. То есть, направления понятные. Вот теперь получается, какие были у вас уже, как организация Казмса? Казмса расшифровка какая? Казахстанская ассоциация студентов-медиков. Ага. И Какие были у вас достижения уже на уровне организации именно университета? Были какие-то достижения у вас? Да, безусловно, получается, если говорить про нашу организацию, она очень популярна тем, что мы помогаем во всех сферах жизнедеятельности университета. Вот, например, даже в прошлом году, когда у нас проводился съезд ВОЗ, наше большинство количество волонтеров как раз было от нашей организации. И часто мы проводим такие инновационные стартапы, начинаем. Например, один из проектов — это Nomad Medicine, возможно, слышали. Это проект, при котором пациент не прикрепляется к больнице, но при этом может получить медицинскую помощь. Мы часто знаем, что скорую помощь в основном принимает пациент в категории 3-4, то есть это прям очень срочный, экстренный и так далее. А, например, просто поставить капельницу иногда не бывает возможности. Благодаря этому, например, он может вызвать врача, пройти полную консультацию и сразу же получить лечение. Если говорить узнаваемости, наверное, то, что мы стараемся все больше и больше охватить население в плане того, что обучить их и сделать больше как медицинско образованными. Хотя бы, чтобы они знали первую медицинскую помощь. Супер. А какие на данный момент вы уже проекты реализовываете? Или потенциальные проекты на будущее? Очень интересный вопрос. Именно если в Астане брать, получается, у нас есть такие проекты, как сказал Nomad Medicine, он с прошлого года активный. Также мы рассматриваем такие больше образовательные мероприятия, так как борьба против насилия или, например, гендерного неравенства. Данный проект активирован тоже с прошлого года. В этом году мы стараемся больше акцент ставить на преемственность поколений. То есть, например, начинаем такой проект, чтобы старшекурсники обучали младших курсников своим знаниям и помогали подтягиваться. Это как мастер-классы, получается. Да. И, наверное, такие проекты, как обучение хирургическим наукам, обучение неотложной помощи. И вот как-то так. Недавно проект запустили, это борьба против раковых клеток. То есть наши участники провели такое исследование, что есть специальные клетки и ферменты, которые могут разрушать раковые клетки и тем самым очень безобидно вылечить данное заболевание. У вас, я просто сам представляю, студенческие организации, да, сколько я работал в университетах, туда идет какой-то отбор постоянный. То есть, допустим, на тот же состав, да, на вашу команду, получается, на лидера команды и так далее. У вас как с этим? Как это происходит? Жесткий отбор проходит или как? Или, то есть, вы сами все реализовываете? Если честно говоря, мы в первую очередь смотрим на мотивированность самого студента. То есть говорят, что сперва, если есть мотивация, то все получится, главное желание. Если мы видим энтузиазм в глазах студентов, то мы, соответственно, принимаем. И также немаловажный критерий, наверное, то, что насколько он понимает текущую ситуацию. То есть мы задаем определенные ситуационные задачи, которые они должны решить. То есть это как собеседование проходит, да? Да. Получается, можно сказать, два этапа. Первый — это когда они все зарегистрируются, и второй — это уже в формате интервью. То есть мы вживую разговариваем с ними и проводим, допустим, беседу. И третье, наверное, если понимаем, что у студента есть какой-то потенциал, но он стесняется, мы стараемся задавать вопросы на креативность. Да, потому что разные же люди бывают Да. в команде. Допустим, я вспоминаю свои команды. Допустим, я сейчас руководитель управления маркетинга.
допустим, человек, он не должен быть постоянно активным. То есть ты, если соберешь, допустим, там 10 человек активных, это, Да. наоборот, может привести к краху, да? В команде все баланс должен быть. Один должен быть, не знаю, там, уметь выполнять монотонную работу, другой должен там быть лидером, да, вот там, зажигалкой, да, другой, допустим, который умеет там грамотно там, писать текста и так далее. То есть разного калибра. И я сам просто когда-то, условно, там, в школьное время был очень стеснительным человеком, очень стеснительным был человеком. Но вот университет, благодаря университету, где я учился, я раскрылся. Раскрылся как оратор, раскрылся как лидер и так далее. То есть никогда не поздно, я полностью вас поддерживаю здесь. Нужно как бы всем студентам как бы уделять должное время, давать должную возможность, и чтобы они потом говорили вам спасибо. Вот я до сих пор своих лидеров по организации благодарю. Круто, круто. Получается, у вас на данный момент, вы говорите, уже 15 человек в команде? Ну, если должностной команде, то да, 15. человек. А у вас еще есть помощники? Ну, вот, получается, у каждого, допустим, вице-директора или, допустим, локального офицера, у них есть свой постоянный комитет. То есть вот как раз те направления, у них своя команда, которая чисто, например, работает по этому направлению. Вот как раз насчет направления мы в ходе беседы выясняем, куда у них душа больше лежит. Допустим, кто-то хочет, говорит, научной деятельностью заниматься, получается, они выбирают постоянный комитет вскоре и уже там продолжают свою работу. Супер. Тут вопрос от подписчика. Вот, они знали то, что вы будете на подкасте, и задают вопрос такой. Какую роль играет организация в развитии молодежи и общества? Интересный вопрос, да? Да, очень классно, я бы сказал. Наверное, больше играет ту роль то, что организация создает разносторонних врачей. У нас, например, проводятся различные медбоксы, где мы зовем специалистов, зовем врачей, или, допустим, порой мы зовем фитнес-тренеров или медиа-личности, которые, например, умеют там продвигать или имеют какой-то определенный хороший навык, как тайм-менеджмент. Кто у вас был? Вот буквально только вчера была Аруа Байменова. Она, получается, сейчас на данный момент магистрант Назарбаевского университета и обучается на спортивного врача. И что очень хорошие инсайты она, наверное, дала, это как правильно эффективно совмещать обучение в медицине и при этом не выгореть, и при этом поддерживать свой здоровый образ жизни. И так, наверное, еще лидерские навыки все-таки, потому что если вы посмотрите на студентов нашей организации, в первый год они немного стеснительны, я по себе знаю, да, мы стесняемся разговаривать, а потом по итогу уже начинают раскрепощаться. Супер, хорошо. Вот вы говорили про отбор только что, у меня сразу там вопрос вытекал. Люди были, которые не прошли отбор? К сожалению, да. Были. То есть, например, студенты, которые просто вот пришли, потому что вот так надо, или там, не знаю, друг пришел. Поэтому были ребята, которые не особо заинтересованы были даже в деятельности. Да, там просто могли прийти. Но и в данном случае, конечно, дополнительные беседы проводили, тогда для чего ты пришел и так далее. Но если мы видели, что эта организация не прям так сильно им по душе, то их, наверное, не стоит и держать. Вы сейчас учитесь на 7-м курсе. 7-й курс. Да. Это последний курс или еще есть? Да, завершающий курс. После этого уже резидентура идет. Резидентура. Хорошо. У вас вот в команде, получается, все там старшие курсники или есть младший курс? В основном, да. То есть, если брать после меня, наверное, самый старший курс 4-й и 3-й курс. Но есть также и второкурсники. А на локального директора как это там, получается, выборы идут или как? Да, получается, мы каждый год меняемся. Каждый год меняетесь? Да, вот. Я, например, уже локальный директор второй раз. Например, 3 года назад уже пробовал себя в этой роли. И критерии, например, такие, что участник должен иметь опыт как 1 год в качестве участника и следующий год как в качестве должностного. То есть либо вице-директором, либо локальным офицером должен проработать. Потому что он как раз понимает всю кухню, и после этого он может податься на локального директора. То есть вы были сначала участником, потом стали директором? Участником, потом замдиректора, вице-директор по проектам, и только после этого я стал локальным директором. Понял, хорошо.
Окей. То есть требования к кандидатам, как я понял, есть, да? Участником могут стать как бы любой студент, у которого есть желание. Да, Ага. абсолютно. А сейчас будут, когда, может быть, подписчикам, кто смотрит, интересно, ну, допустим, кто хочет вступить, когда он может прийти к вам и уже там, работать у вас? Думаю, это будет как раз на втором семестре, Мгм. начало второго семестра, и тогда в январе мы собираемся провести вот отбор. С радостью ждем всех, кто Отлично. хочет. Что вот ваша организация может дать студенту? Так, в первую очередь, наверное, комьюнити, общество, при котором он может развиваться, возможности в плане того, что я всегда люблю говорить своим участникам, то, что сколько вы вкладываетесь в организацию, столько она для вас предоставляет свои плоды. Мгм. Ну, говорят, что типа, что посеешь, то пожмешь. Да, правильно. Вот то же самое. Если они будут там стараться, там искать или, например, проявлять свою активность, соответственно, они будут получать какие-то определенные плюшки. Одним из них это как раз являются обмены. Мгм. Вот мы как раз ранее говорил, что есть у нас научные направления и профессиональные направления. Как раз по ним можно поехать в другую страну. То есть самые активные участники у нас летят по обмену. М. И что, например, если обучение в этой стране за месяц стоит, допустим, где-то около $1000, благодаря нашей организации они получают прям хорошую скидку, где-то 70% или даже 80%. 70% скидки? Да. Или 70% это 30% скидки? Нет, 70% скидки. То есть, А, например, если супер. $1000 стоит, то обмен, например, примерно около 260. Ну, если 500 тысяч стоит, это примерно сколько он? 100, 120, да, примерно? Да, 150. да, На такую сумму полетит. Круто. Что-то в эту сумму входит? В эту сумму входит, получается, проживание, Мгм. само обучение и также питание. Еще питание входит. Да, да, да. То есть ему только на перелет туда-обратно со своего кармана, правильно? Да. Классно. Классная возможность, круто. Я прям, когда был студентом, я летал. И, ну, если бы у нас были такие организации, вообще классно было бы. Так, окей. Как вот именно ваша организация, да, Казмса, адаптируется к современным вызовам именно в обществе, к изменениям? В плане актуальности проблем? Да, да. Ну, например, у нас смотрим по региональным требованиям. То есть мы, например, Казмса относимся к Азиатско-Тихоокеанскому региону. И вот все страны у нас, например, акцент задачи больше ментальное здоровье и старение. Ага. Вот, получается, последние года, наверное, слышали, что статистика по суициду, она, к сожалению, увеличивается. И вот в данном случае мы стараемся укрепить ментальное здоровье наших студентов, ментальное здоровье в целом населения. Потому что, к сожалению, некоторые могут не оказать вовремя помощи или, например, поддержать и, соответственно, потерять человека. И старение — это вот как раз несколько факторов, которые хорошо влияют. Это здоровый образ жизни, вредные привычки, то есть отказ от вредных привычек. И мы стараемся проводить такие мероприятия, как, например, поменяй никотин на витамин. То есть это как акция, например, на набережную наши студенты выходили, брали с собой апельсины, мандарины и подходили к курящим людям и предлагали. Я видел. Я видел пару роликов в Инстаграме, в ТикТоке, то, что там есть яблоко дают, допустим, Да. и они меняют. А на пачку меняют, получается? Ну, некоторые на пачку могут. Некоторые на одну штучку, На да? одну штучку. Ну, в основном на одну штучку. Я бы одну штучку дал. Дальше. Какие планы и цели стоят перед организацией в ближайшие 5-10 лет? Можете сказать? Ну, в целом, наверное, хотел бы озвучить такое, что мы бы очень хотели тесно работать с Министерством здравоохранения и вообще в целом тесно с самим государством, потому что наша организация очень хочет помочь развитию данной медицины. Поэтому, наверное, главная задача — это посмотреть актуальность проблем нашего Казахстана и в зависимости от этого выстраивать свой стратегический годовой план. Второе — это, наверное, продвижение нашей организации в слои нашего населения, чтобы любой, например, прохожий узнавал, например, про нашу организацию, что есть такая организация, есть такие студенты, которые... У вас прям есть эмблема? Да. Как бы логотип, бренд? Да. Круто. И
соответственно, даже Конституция есть. Конституцию вот здесь. Сами писали? Ну, основатели еще, основатели. да. Просто у нас каждый год, когда съезд проходит, мы изменения вносим. То есть это увеличить доступ, наверное, да, по большей части к международным стажировкам. Да. Да? Потому что, ну, вот это, то, что вы сказали, то, что там есть скидка 70%, это должно студентов завлекать, потому что по-любому, как бы, образование за рубежом, ну, как бы мы не ценили бы наше образование, да, но опыт зарубежный получать все хотят, допустим, да. То, что здесь, мне кажется, у вас сейчас сколько стран? Так, Примерно, в какие страны отправляете? Сейчас на данный момент в основном европейские страны, азиатские страны тоже имеются, но, наверное, около 60-70 стран есть в доступе. И там в каждом, получается, в каждой стране по несколько городов или по одному городу получается? Получается, сам обмен, он проходит так, что мы выбираем страну, и там внутри есть свой отбор. То есть, например, кто-то, ну, условно говоря, я, например, съездил в Турцию, и там 3 города по приоритету выбираете. То есть большой город, средний и маленький. Если хочешь попасть в Истамбул, соответственно, там пишешь дополнительно мотивационное письмо, почему именно ты хочешь обучиться в городе Стамбул. То есть, вот, А рассматривает тот университет или наш университет? Тот университет уже. Наш университет больше, наверное, предоставляет возможности оказывать поддержку, что очень хорошо. Например, для студентов, кто имеет GPA выше 3,0 или 3,2, они, например, помогают оплачивать саму поездку, то есть перелет. То есть у них, получается, тоже есть такая же организация в их университете, правильно? Да. Получается, Казмса — это как франшиза в Казахстане. Франшиза. А сама организация называется IFMSA. То есть, вот она что. Да. Если говорить про историю, в 1951 году она основалась в целях того, чтобы оправиться после Второй мировой войны. И 10 стран, там, получается, включая Швейцария, Дания и так далее, они нашли такую идею, чтобы студенты, как медицинские волонтеры, помогали оправиться после войны. Предоставляли стажировку, так то есть обучали. это такая историческая организация. Да. Классно, круто. Хорошо. Что делает как бы вашу организацию уникальной? Вот, допустим, у студента, вот он приходит, допустим, на первый курс с горящими глазами, может быть, потерянными глазами, да, не понимает, где что, кабинет не может найти, где какое здание, куда идти, кто однокурсник, кто там с другого курса. То есть, ну, по-любому, первый курс это такой прям. Может быть, сейчас смотрят наши школьники, да, которые тоже хотят к нам в будущем поступить. Перед ними стоит выбор, да. У нас очень много организаций. Да. Вот. Что делает как бы вашу организацию уникальной? Ну, первое, как, наверное, подмечал, это доступ к международному. То есть у нас есть возможность поехать на международные поездки по обмену и увидеть другие страны. Второе, это, наверное, то, что наша организация как раз включает в себе все направления, которые в других организациях есть. Например, если кто-то занимается научной деятельностью, она тоже у нас есть. Ну, у нас как комплексная такая организация. И третье, наверное, дружеская атмосфера в нашей организации. То есть, если студент, например, с первого курса или со второго курса, но так и не адаптирован к университету, вот как раз атмосфера очень помогает как-то легче переносить вот эту адаптацию. Как раз таки вот про это. Еще? Да, и четвертый момент — возможность развития в плане того, что, например, у нас в организации 13 студентов есть, которые международно сертифицированы. То есть есть специальные тренинги, которые можно пройти, и вы становитесь международным тренером. Какие плюшки есть от этого? Например, страна Турция захотела, например, пригласить вас, вам полностью оплачивают перелет, проживание и так далее. Единственное, что от вас требуется, просто прийти и провести тренинг. Такие вот плюшки есть. Хорошо, вы сказали про дружный коллектив, да, то, что у вас там царит атмосфера такая. Мне очень интересно, понятно, да, то, что мы там как со стороны, как сотрудники видим, да, со стороны там другие люди, да, студенты видят, другие организации, но всем, наверное, интересно, как организована ваша внутренняя жизнь. Внутренняя есть какая-то политика, может быть, какие-то мероприятия устраиваете друг другу, может быть, мастер-классы. Как вот внутренняя обстановка у вас организована? Ну, мы стараемся часто проводить тимбилдинги,
То есть пытаемся сплотить как и должностных, ну, то есть отдельно для них проводим, так и для всех участников. Например, мы проводим киновечера, мы можем провести, например, Нет, это для команды, да? нет, для всех. Для всех. Ага. Да, все могут прийти и, допустим, иногда организован типа пати. Допустим, если они очень хорошо проявили себя, показали себя, то проводим, ну, маленькое такое торжество, при котором они, например, могут отдохнуть, расслабиться и, в принципе, познакомиться с другими ребятами. И, наверное, то, что поощрение идет. То есть, если, например, они уже себя хорошо показали, проявили, то мы стараемся их наградить сертификатами, там, не знаю, какими-то определенными наградами, подарки выдавать в этом плане. И четвертое, наверное, то, что стараемся обучить каждого, чтобы кто, например, какую-то сферу хорошо знает, старался помочь. Например, кто-то, например, знает анатомию хорошо. Классно. Ну, обучает. Крутая практика. Я вот недавно команде говорил, это, допустим, ну, мы команда как бы маркетологов, да, у нас управление маркетинга, но каждый же эксперт в чем-то, что-то изучал, может быть, на ютубе, может быть, там мама рассказала дома, да, и какую-то интересную презентацию подготовить. Мы, кажется, со следующего года начнем это делать. И рассказывать. Каждую неделю, получается, давать какие-то тренинги, чтобы коллеги побольше узнавали, да, были такими разносторонними. Круто, круто, очень сильно поддерживаю это. Вопрос такой, более такой сложный, но меня он очень сильно интересует. Как организация поддерживает своих именно членов в их личности, как бы в личностном росте? Вот. Потом, допустим, вот вы условно там свое как бы почетное место кому-то там оставите условно. Дальше у вас что происходит? Вот, или же те же ребята, которые чего-то достигли, вот как вы их поддерживаете? Ну, получается, в плане того, что у них, какие привилегии, да? Да, от этого. Ну, например, допустим, студенты, которые прям активно себя поработали уже на должности, на директорстве, у них, например, есть дополнительные баллы или привилегии, например, подаваться по обмену. То есть, если, например, какие-то международные поездки будут или там важные такие конференции, в первую очередь, конечно, предпочтение им дается. И, допустим, у нас часто проводятся национальные поездки. Вот недавно прошла зимняя встреча в Алмате, и, соответственно, те ребята, которые на должности или были бывшими должностными, их в первую очередь мы отбираем на эти поездки. Ну и, соответственно, стараемся выдавать за заслуги, например, определенные награды, почетные сертификаты и так далее. Можете рассказать, какие ценности дает ваша организация? Первое, наверное, честность. Мы стараемся всегда говорить, что если есть какая-то проблема, лучше озвучить ее, прямо говорить, чтобы ее на месте решить. Второе, это, наверное, преемственность. Мы стараемся весь опыт, который переняли, передавать новому поколению, чтобы они продолжали наш путь. Третье, наверное, эрудированность. В том плане, что в любом случае, когда мы организуем такие большие лекции, большие метоксы, мы стараемся их обучить всему. То есть, например, наш студент может знать инфекции, передающиеся половым путем, как с ними справляться, но в то же время и знать, как справиться с ментальным здоровьем. То есть они все темы хорошо осваивают. И четвертое, наверное, нетворкинг. То есть мы создаем связи между собой. Допустим, у нас, например, есть знакомые и друзья с других городов. И когда проводятся вот эти национальные мероприятия, национальные поездки, мы с нетерпением ждем этой встречи, и тем самым вот как раз вот эта атмосфера всего Казмса хорошо проявляется. Ну и пятое, наверное, дружность и взаимоуважение друг к другу. Супер. Основные такие ценности, да? Классно. Какой вклад может внести каждый участник, чтобы организация становилась лучше? Думаю, не стесняться и выражать свои мысли, а также, если есть какие-то идейки, то лучше их озвучивать. Потому что на самом-то деле, даже если должностные, они могут давать какое-то направление, но свежие идеи, свежие мысли, они как-никак освежают работу. Допустим, мы всегда просим наших ребят, чтобы они рассказывали о своих идейках, мы помогали им реализовывать эти проекты. Думаю, главное их завлеченность и креативность. Круто, круто.
Ага. И такой последний вопрос, наверное, на сегодняшний подкаст. Какие советы вы дадите всем тем, кто хочет, может быть, внутри вступить к вам, да, но сомневается? Вот, смотрит нас, допустим, вот, обратитесь прямо на камеру. Ну, в первую очередь, наверное, хочу сказать, чтобы не боялись, всегда пробовали себя, даже если будут какие-то неудачи, все равно продолжали пробовать, потому что не убивает нас, делает сильнее, поэтому ошибки мы должны воспринимать не как падение, а как трамплин к успехам. Второе, наверное, всегда пробовать себя везде. То есть, если вы, например, хотите стать где-то волонтером, пробуйте. Вот этот опыт, который вы накопите, он никуда не денется. Правильно. И третье, наверное, всегда четко выражать свои мысли. Потому что порой иногда некоторые ребята могут не выразить их, а потом жалеть о том, что Или не не сказал. так выразить, Да. не то сказать. Ага. Да, я тоже с этим согласен. Все мы когда-то были студентами, условно, да, вот даже вот моя команда, допустим, да, некоторые даже учатся. Я хотел бы сказать, вот многие говорят, не бойся там это сделать, не бойся то сделать и так далее. Я бы хотел сказать то, что нужно бояться, но нужно бояться чего? Нужно бояться как бы упустить возможность, да, чтобы потом не жалеть, там упустить время, да, упущенное. Бояться то, что твое место, которое как бы тебе даровано, да, может забрать другой, да, или там не вовремя что-то сказать, да. То есть нужно бояться таких моментов и стараться не упускать шансы, и мне кажется, тогда у тебя будет все получаться. Да, нужно, потому что мы все люди, мы чего-то боимся. Даже, допустим, условно, я там 100 раз выступал там на всяких мастер-классах, но я всегда волнуюсь как первый раз, потому что уже другие люди меня смотрят, другие люди меня слушают, другая аудитория, другие подписчики, да, они меня по-другому воспримут. Так что это же тоже как бы рост. Вот. Спасибо большое, то, что пришли. Очень так, какой увлекательный подкаст, очень интересно было. Я прямо окунулся в студенческое время, хотя я как бы в медицинском не обучался, но студенческие годы это и хоть и ты на экономическом или там на медицинском, везде она как бы почти как бы равная, да, так по ощущениям, по атмосфере и так далее. Вот. Очень было интересно. Надеюсь, студенты, которые смотрят нас, абитуриенты, которые могут поступить к нам, да, уже выбирают нас, им было полезно. Самое главное, было полезно, потому что вы максимально раскрыли сегодня свою организацию. Вот, и вы достойный локальный директор. Спасибо большое. Вам спасибо большое.